Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Сумма безнадежных задолженностей жителей России перед банками в первом квартале 2019 года выросла до 1,5 триллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество долгов выросло на 4% и достигло 13,5 миллионов штук. Сам факт того, что увеличивается число безнадежных кредитов, говорит о снижении реальных доходов населения. И в будущем эта ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону, отмечают эксперты. Сейчас многие россияне выплачивают кредиты, взятые на 5 лет в 2015-2016 годах по 20-25% годовых. При этом долговая нагрузка на россиян продолжает увеличиваться. В первом квартале этого года портфель розничных кредитов вырос до 15,5 триллионов рублей по сравнению с 12,5 триллионами рублей на 1 апреля прошлого года. Как отмечают эксперты, вопреки официальным прогнозам финансовое благосостояние населения ухудшается. И это может привести к массовому банкротству физических лиц и банковскому кризису. Тем временем большинство россиян по-прежнему живут одним днем и не готовы к долгосрочному финансовому планированию. Только 7% граждан прогнозируют свои доходы и расходы более чем на год, показал опрос Сбербанка. Эксперты считают, что причин такого финансового поведения несколько, начиная от исторической памяти о замороженных вкладах, дефолтах и реформах и заканчивая снижением реальных доходов и увеличением расходов на обязательные платежи, в том числе по кредитам. Как показал опрос, свои доходы и расходы планируют почти 3/4 россиян, но большинство из них только на короткие сроки. Так, 43% участников исследования составляют бюджет на ближайшие 3 месяца, 7% на срок от 4 до 6 месяцев, еще 17% на полгода или год. Более широкие горизонты планирования характерны для жителей крупных городов и административных центров. В них порядка трети жителей прогнозируют свои доходы и расходы на срок от полугода, а 10% на срок более года. Аналогичный показатель 10% характерен и для более молодых людей в возрасте от 25 до 35 лет. Среди граждан постарше от 35 до 55 лет доля долгосрочников ниже, всего 6%. Компания «Алроса» подписала соглашение о сотрудничестве с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Соглашение посвящено совместной проработке вопросов промышленной безопасности, в том числе созданию и внедрению механизмов дистанционного контроля при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, а также других видов контроля и надзора, относящихся к компетенции Ростехнадзора. В документе также отражены такие направления работы, как оценка, мониторинг и управление рисками при эксплуатации объектов, совершенствование систем управления в сфере безопасного ведения работы и многое другое. Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что республика должна стать привлекательной для привлечения инвестиций во все отрасли экономики и в социальную сферу. Поставлена цель серьезно улучшить условия ведения бизнеса, снять административные барьеры, сократить сроки регистрации предприятий, подключения к инженерным коммуникациям, выдачи разрешений. Предпринимателям должны быть открыты все сферы хозяйствования и отрасли производства. Вместе с тем глава республики обозначил, что должна быть обеспечена законность в предпринимательской деятельности во всех муниципальных образованиях, выявление и пресечение нелегального бизнеса. Актуализирована правовая база регулирования ведения бизнеса. Выполнив все эти задачи, к 2024 году мы должны войти в топ-20 национального рейтинга состояния инвестиционного климата, добавил Айсен Николаев. В результате нововведения государственных закупок удалось добиться не только централизации этой деятельности, но и в целом упорядочить процесс. Центру закупок следует и далее изучать инновационные практики. Успешный опыт других регионов отметил первый заместитель председателя правительства Алексей Стручков на совещании по вопросам информационного обеспечения в сфере закупок. Одной из основных задач является централизация закупочной деятельности. В результате нововведений существенно упорядочен процесс взаимодействия заказчиков и учреждения. Сроки рассмотрения заявок на закупку сокращены от 7 до 5 рабочих дней. Ускорился и процесс формирования и размещения в единой информационной системе извещений и документации на закупку. Следовательно, и сама процедура определения поставщика. Также изменения коснулись сроков направления заказчиками заявок на закупку, а также размещение которой установлено на текущий месяц. На этом пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.